Да, вот утром мы проснулись, и у нас вот так получилось. Что для нас это новая какая-то ситуация, когда в парламент там среди ночи заседает и принимает решения. Это не единственный пример такого суррогатного законодательства, который у нас принимался. И вот как ты смотришь на эту ситуацию? Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Наконец завершились очень длинные праздничные дни, и наступили суровые будни. Мы будем сегодня подводить итоги, наверное, уходящему году, просматривать какие-то перспективы на будущее по наступившему году. И сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт. Не в гостях. Да, уже не в гостях, да, Астамур Таня. Астамур, здравствуй. Я начну, наверное, все-таки с того... Тоже поздороваюсь. Да, с прошедшими всех праздниками. Мне каникулы еще пару таких недель не помешали бы. Вот, они мне не надоели совершенно, но все равно надо работать. Ну, я в этом плане я не твой союзник. Тем не менее, я начну, наверное, с того, что с чем мы уходили в прошлом году. Наверное, это вот вопрос Пицунской госдачи. Я бы сейчас не затрагивал бы, собственно, саму тему этой госдачи. Я бы, наверное, хотел бы поговорить вообще о той реальности, в которой мы оказались. Да, вот утром мы проснулись, и у нас вот так получилось, что я сейчас, наверное, не концентрировался бы там на всех этих перипетиях, да, там связанных с Пицунской дачей. Это по какому принципу? В доме повешенного не говорят о веревке, да? Ну, наверное, каждый может интерпретировать как хочет, но тем не менее я бы сейчас не говорил бы именно вот о всех этих, как его, заложенных минах и так далее в этом соглашении. Я вообще просто говорил бы о том, что ну, вот для нас это новая какая-то ситуация, когда в парламент там среди ночи заседает и принимает решения, словно мы стоим на грани какой-то войны новой очередной, да, и как бы теперь уже можно ожидать, и тут еще одновременно принимают там конституционные законы, да, там сразу в 3 чтениях одновременно, то есть это вообще какой-то нонсенс, конечно, с юридической точки зрения, но тем не менее вот такая реальность у нас есть, и многие там шутят, да, там вот сосед у меня один шутит, говорит, слушай, Инал, говорит, может мы как-то утром проснемся и скажут, что уже что-то пересмотрели с нашим государством, с его устройством и так далее. Ну, это, конечно, такие черные шутки, но тем не менее какая-то доля как бы суровой правды в подобного рода шутках присутствует. Все-таки, вот как ты смотришь вот на этот процесс? Что это означает? Вот парламент, вот как-то он так согласился, да, очень много критики, да, абхазское телевидение там ежедневно уже там пытается объяснить в силу того, что все эти депутаты хорошие, все патриоты, и в силу того, что, опять же, там достаточно сильное общественное недовольство действиями парламента, очень много критики и обвинений. И вот как ты смотришь на эту ситуацию? Ну, во-первых, эта ситуация сложилась не одномоментно. Мы долгие годы шли к тому, что мы сегодня имеем. Потому что то законодательство, которое было принято по итогам вот этих волнений и протестов, вот, это не единственный пример такого суррогатного законодательства, который у нас принимался. Мы обычно во время кризисов у нас собирается парламент и, исходя из текущей ситуации, пытается с помощью каких-то документов, имеющих видимость такого закона, затыкать дыры в этом кризисе. Это в 2004 году, я напомню, был конституционный закон принят о полномочиях и поручениях. Он назывался «О полномочиях и поручениях вице-президенту» назывался, да. Потом в 2014 году тоже принимались у нас в ходе кризиса майского, принимались
мягко говоря, не совсем чистые с правовой точки зрения решения парламента. Вот. То же самое мы наблюдаем и сейчас. То есть это у нас, получается, уже складывается такая дурная традиция. Вот. Быстро-быстро, на колени, не считаясь существующими у нас государственными устоями, эти вопросы решать. Вот. Я думаю, что, конечно, от этого все проиграли. Вот. И парламент, который подорвал доверие значительной части общества, и оппозиция, вот, которая не сумела отмобилизоваться, убедить, провести работу с депутатами, потому что вот в этот день я тоже ходил в парламент. У меня было ощущение, что этот так называемый компромисс больше был нужен для того, чтобы убедить депутатов за это голосовать. Я бы не избегал вот этого вот всех депутатов мазать одной черной краской, которые за это голосовали. Вот. Потому что многие потом об этом сожалели. И с этими депутатами нужно продолжать работать. Потому что нельзя сразу всех людей... Вообще эта поляризация, она очень вредна. Когда две политические группы записывают друг друга во враги и предатели. Вот. Так мы государство точно не построим. У нас должна быть площадка для обсуждения, выработки совместных решений. Вот. Поэтому с этими вопросами надо быть поосторожнее. С учетом того, что у нас все-таки очень маленькое общество. Вот. И если будем тонуть все вместе, и левые, и правые. А мы на пороге того находимся, что мы все вместе утонем. Вот. Это один момент. Поэтому нам нужно думать, что из этого делать. Как из этой ситуации вместе выходить. Мы неоднократно с тобой обсуждали вопрос в рамках этой передачи, что Абхазия вступает в такую стадию капитализма, и вокруг складывается такая ситуация, когда сюда пойдет большой поток денег. Это всегда сулит большие соблазны. Вот. По базовым вопросам у нас должно быть согласие в обществе. Какие это базовые вопросы? Что, на мой взгляд, если мы думаем о сохранении нашего народа, вот, нашего государства, чтобы от него остались не только рожки да ножки, там, флаг да герб, а чтобы это был функциональный механизм, у него должен быть, у этого государства, экономический базис. Оно должно быть способно решать национальные задачи, такие как демография, сохранение абхазского языка, абхазской культуры, идентичности. Вот. Если мы считаем, что эта повестка нам не актуальна, конечно, надо открыть все ворота, дать возможность свободно здесь развиваться рыночным отношениям, и, конечно, более эффективные люди, чем мы, а так в нашей истории было после махаджирства, когда мы вообще были задвинуты на задворки всех процессов, которые здесь происходили в Абхазии. Они происходили мимо нас, минуя нас, без нашей какой-то воли. Вот если мы хотим по такому пути, это легкий путь. Конечно, кто-то от этого разбогатеет, незначительная часть. Общество, прежде всего, политические элиты от этого разбогатеют, быстрые дивиденды получат. Получат ли они потом моральное удовлетворение от того, что они таким образом приобрели свое богатство, это уже второй вопрос из морально-этической области, индивидуальный. Потому что в истории много случаев, когда впрок это все не пошло. Вот такие вот, потому что есть правило бумеранга, оно работает тоже. Вот. Нам всем нужно вот все-таки задуматься, как мы вот эти базовые вещи можем защитить. Поэтому мы общую повестку все равно придется вырабатывать. Если мы будем все время находиться в состоянии борьбы, вот такой внутренней, остервенелой, то наши шансы понижаются, конечно. Что касается, возвращаясь к вопросу дачи, я считаю, что, конечно,
И для России, вот я, помните, наверное, и в эфире это показывали, и когда в парламент ходил, я предлагал этот вопрос перенести на согласительную комиссию. Если бы его там спокойно обсудили, у депутатов, во-первых, была бы возможность взвесить все за и против. Изучить нормально, в нормальной атмосфере, с участием экспертов, изучить вот этот весь пакет документов. Такие серьезные документы нельзя принимать скоропалительно. В итоге хотели угодить нашему союзнику, так получается, ну, как оказали ему медвежью услугу. В таком авральном режиме, во-первых, вопрос не стратегического значения. Вряд ли вообще в России какие-то серьезные политические круги знают об этой проблеме. И, по крайней мере, о ее сути мало кто знает. Вот. В ночью принимали вот этот вот документ. Мне кажется, это, во-первых, ну, мы сами самоуважение к себе теряем. Если мы сами будем терять к себе уважение, кто нас будет уважать? Вот вы посмотрите, ну это в политике так. Это не обязательно быть большим, с большими бицепсами, с миллиардами и так далее. Но если ты умеешь отстаивать то, что у тебя дано Богом, вот те ресурсы, с этим все считаются, все уважают. То же самое я вот могу сказать по своему опыту взаимоотношений с российскими коллегами, могу сказать, что они уважают, они понимают, вот, где вот ты им говоришь, где твои границы, что ты хочешь. Они эти твои границы уважают. Потому что даже если, это, наверное, всем понятно, если даже во главе Абхазии на самой главной должности назначить агентов ЦРУ, они не смогут Абхазию вывести из орбиты влияния России. Уже невозможно. Но у нас есть свои рамки, в которых мы решаем свои проблемы. Вот. Поэтому и здесь, ну, в этом смысле, в таком идейном, моральном, нам тоже нужна гармонизация отношений с Россией. В смысле того, что у нас они все равно носят асимметричный характер. Чтобы и наш партнер знал, где наши границы возможного. А мы понимаем, мы давно, все наше общество, по этому вопросу у нас есть консенсус, что у нас в этом смысле, ну, что называется, общая линия. Но, знаешь, мне кажется, проблема заключается в следующем. Я просто вот как бы какую-то ретроспективу для себя последних лет провожу. Ну, то есть, вот президент Асламджани, который, в общем, вертикаль власти на нем замыкается, пришел к власти. Первые шаги там понятные, там конституционная реформа. Вообще у нас каждый президент, кажется, начинал с создания конституционной комиссии по реформе Конституции. Потом потом эта тема как-то заглохла, и в общем-то, вот этой абхазской повестки, к сожалению, ни за прошлый год, ни за позапрошлый год, я вот сейчас как бы не помню, что там в 2020 году происходило, но в 2021 году там, в принципе, тогда у нас еще и пандемия была, ну, оставим, ладно, 2022-2023 год. Я не видел ни одного вопроса из абхазской повестки. То есть, если мы свернули вот этот тезис, с которым все время идут, каждый кандидат в президенты идет о том, что нам нужно реформировать эту систему управления и так далее, эту тему мы свернули. Президент не говорит о борьбе с коррупцией, ни с какими предложениями не выходит. Президент не говорит ни об абхазском языке, он в парламент не приходит, ни о репатриации, ни о демографии, туда не идет. Если он идет, все время встречается с депутатами парламента, которые там, или там в самом парламенте, или с отдельными группами обсуждает, там, я не знаю, Пицунскую дачу, апартаменты, там, как бы передачу перепадных ГЭС каким-то частным инвесторам. Где, я хочу спросить, где эта абхазская повестка? И сейчас тоже в контексте того, что там парламент вдруг сдался, там как бы пошел навстречу президенту о том, что вот согласился вот ратифицировать это соглашение, да? То есть дальше уже как бы идут разговоры там, опять же, не об абхазской повестке, мол, мы
парламент стал сговорчивым, мы ему сейчас апартаменты, мы сейчас ему закон об иноагентах, мы сейчас как бы о разгосударствлении энергетической отрасли и так далее. То есть я, в принципе, хочу в реальности видеть абхазскую повестку. Абхазская повестка не я, не ты должен апеллировать, это должна власть апеллировать. Власть, которая приходит после выборов, согласно тем обещаниям, которые она раздала, но в общем-то, я реализации этих обещаний не вижу. Там в социальных сетях сейчас куча всяких обещаний ходит с тем, с которыми там кандидат в президенты Аслан Георгиевич Бжания ходил. Но сейчас, в общем-то, и понятно, что ни одно обещание толком и не выполнено. И, наверное, правильно делают, что вот так тиражируют из раза в раз. Но я хочу, в принципе, чтобы изменилась какая-то ситуация. Мы, в конце концов, как бы живем, страна, которая живет по каким-то определенным принципам. У нас другой родины нет, у нас маленький народ, маленькая территория. Мы должны как-то думать о своем будущем и говорить, что мы все время как бы думаем только о какой-то гармонизации каких-то отношений с Россией. Ну, я думаю, как-то это не совсем серьезно, наверное. Ну, абхазскую повестку мы давно перевели в ритуальную сферу. Все знают, что когда ты баллотируешься, что-то нужно про абхазские интересы говорить. Вот. Но мы же сами виноваты. Мы говорим все время, что идет снижение нашего государства. Оно снижается, наш уровень государства до уровня тех, кто нами управляет. А тех, кто нами управляет, мы сами выбираем. Поэтому здесь вина всего и наша с тобой, и нашего общества. Потому что, имея в виду абхазскую повестку, мы должны понимать, что ее может реализовывать определенного качества люди. Вот. Если мы заведомо знаем, что они не идут, допустим, в борющейся команде, такого качества люди не идут во власть, а какие-то способны решать только ситуативные вопросы, ну, допустим, прорвало канализацию. Нужно потом всех благодарить, что они это сделали, и что свет сегодня загорелся, да? Или дорогу залатали, ямочный ремонт провели. Если мы для этого избираем власть, чтобы они такие вопросы коммунального свойства решали только, вот, но ни о какой абхазской повестке речи быть не может. Нам тогда и государство не нужно. Нам достаточно какой-то горсовет избрать. Вот, пусть он занимается нашими коммунальными проблемами. Государство, оно решает, вот такое у него свойство. Государство, современное государство, я не говорю про феодальные государства, античные государства. Вот современное государство, постиндустриальное государство, они решают национальные задачи. Вот. Если наше государство может его решать, то оно будет существовать. Если мы от этого дела отказываемся, но не будет этого государства. И очень быстро, потому что здесь активов не так много. Вот, они очень быстро перекочуют из наших рук в руки людей, которые готовы это приобрести. Вот. Ну, потом, не знаю, 100 лет наш народ уже, посмотрите, через какие мы испытания дошли до нашего времени. Вообще удивительно, что мы дожили до сегодняшнего года. Махаджирство, мировые войны. Во Второй мировой войне абхазов погибло более 5000. Было тогда около 60 тысяч абхазов. Погибло более 5000. Это самые молодые люди погибли. В нашей войне погибших около 2000 наших абхазцев. Плюс добровольцы, жители других национальностей. Но вот если говорить, мы абхазы, речь идет о чем? Что абхазы все-таки, на мой взгляд, народ, находящийся наверное, не только на мой взгляд, на грани выживания. И в смысле демографическом, и культурно-языковом отношении. Поэтому, может, нас будут упрекать, что мы об этом говорим. Но если мы об этом не будем говорить, что мы вымирающий народ, ну, а кто нас больше позаботится? Вот, исходя из этого, ну, надо, вот эта абхазская повестка, базовая вещь, еще раз говорю, их не так много. Должна быть экономика, которая обеспечивает реализацию этой повестки. Должна быть демографическая политика, в результате которой нас будет становиться больше, а не меньше. Языковая, культурная.
Больше это не бином Ньютона. Вот это, если мы не способны избрать такую власть, которая решает эти вопросы, ну, значит, мы не созрели до государственности. Все очень просто. И немало даже родственных нам народов исчезло с карты вообще этнической. Ну, я еще хотел бы, наверное, об одном аспекте поговорить. У нас никогда ранее ты работал и с первым президентом, и потом с третьим. Да, со многими сотрудничал, по крайней мере, да. Но я не помню вот того, чтобы какие-то геополитические процессы, которые происходят в мире, что вот эти процессы как-то у нас использовались во внутриполитической борьбе. Побывал и пророссийским, и антироссийским, и нынешние власти, они тоже побывали, и предшественники в разных качествах. Да, я вот хорошо помню, в 2004 году, когда Рауль Джункович первый раз баллотировался, ну, говорили, что он любимец Путина. Да. Потом так получилось, уже когда пришли к власти, какая-то попала справка, честно говоря, тоже писали соответствующие структуры. Там было написано, что, ну, это, когда он был лидером оппозиции, про него так написали, что он абхазский националист, мусульманин и антироссийский. Вот. Потом, когда он стал президентом, он стал пророссийским. Ну, так о нем стали писать. То же самое Бжания. Бжания, я помню, на границе даже пытались арестовать. Был такой эпизод, потом дороги перекрывали в районе Тамыша. Мы все забываем, у нас память иногда такое ощущение, как хрущевский стакан, как будто разбитая. Вот. Не нужно создавать... Неужели мы за вот эти 15, сколько больше, уже почти 20 лет вот этого перетягивания каната, которое нам мало что хорошего принесло, вот в том числе в области лояльности и нелояльности к России, вот неужели мы не увидели, что это нас просто загоняет в тупик? Мы ни один вопрос решить не можем, не в состоянии. Просто сесть, у нас, еще раз говорю, у нас невозможно прийти куда-то, где собираются разные общественные политические деятели, чтобы там не возник какой-то, извиняюсь, хипиш или крик. Невозможно сесть, что-то спокойно обсудить. У нас элементарно нет спокойной атмосферы, чтобы обсудить вопросы. Позвать людей, которые что-то в этом понимают. Как мы можем сформировать нормальную власть, если мы не даем разговаривать каким-то профильным специалистам? Все у нас в крик превращается. Или пытаемся экспертное сообщество, которое вот у нас в основном в неправительственном секторе представлено, изобразить их в качестве каких-то агентов. Да, иностранных агентов. Как будто их лично не знают. Вот эти люди, которые выступают, в основном они тоже все участвовали в неправительственных программах, эти представители нашей интеллигенции. За редким исключением, возможно, если возможно его найти, это исключение, они все участвуют в разных неправительственных программах. Сейчас они берут их, обвиняют, что что-то они здесь подрывают. Вот какие-то устои. Не то, что у нас государство разъедает, коррупция подрывает наши устои. Понимаете, нету, если мы будем уничтожать людей, способных критически мыслить, затыкать им рот, ну, не может такое государство самостоятельно развиваться. Ну, понятно, что у нас внутриполитическая борьба всегда была, она такая, как бы, на грани иногда фола, да, то есть, ну, тем не менее, вот такое самоуважение, понимание, что мы все, в общем-то, сидим в одной лодке, оно присутствовало. Тем не менее, вот я смотрю, последнее время у нас вот такая тенденция идет, что любая критика власти, она, как бы, определенными силами в той же власти как бы позиционируется как некие антироссийские настроения, да, то есть и я это вижу, что это творчество условно, вот это антироссийские настроения, да, оно потом уже получает уже некий прикладной характер, да, то есть очень много граждан, которые, переходя границу на реке Псов, да, их там останавливают российские спецслужбы, потом выясняется, там разные люди, там от
людей, людей, которые работают в неправительственных организациях, международных организациях, людей. Вот недавно, совсем недавно, Ибрагим Чкадо, наш журналист, писатель, режиссер, фотограф, да, он ездил в Москву получать премию, литературную премию имени Фазиля Искандера. Его тоже там задержали на границе, держали минут 40. Потом он поехал в Москву, получил эту премию, возвращался, его опять держали. То есть напротив его фамилии существует такая метка. Сами они, эти люди, которые его задерживают, они, в общем-то, говорят, ребята, информация оттуда идет, от вас идет. То есть я не первый раз уже слышу, когда люди, которые по долгу службы останавливают абхазских граждан, они говорят, от вас идут, задают нравится, почему вам не нравится, или иногда задают вам вопрос, почему вам не нравится почему-то министр иностранных дел Инал Ардзинба и так далее, не про министра образования, не про министра обороны, не про президента, но почему-то Инал Ардзинба почему не нравится. Я бы хотел наверное, чтобы абхазское государство, да, у него функционал большой, есть служба государственной безопасности и так далее. Кто-то сливает эти списки граждан, абхазских граждан, законопослушных, которым, я как понимаю, абхазского государства нет никаких претензий, иначе бы они какие-то уголовные дела возникали бы и так далее. Но нет никаких претензий. То есть ты берешь эти списки и сливаешь туда, если туда сливается, то, наверное, служба государственной безопасности должна, наверное, этим заняться. Президент этим должен заняться. Если мы говорим все время, какие-то люди во власти начинают говорить об иноагентах и так далее, по мне это самый главный иноагент, который своих граждан сдает спецслужбам другого государства и создает проблемы им. Спецслужбы другого государства не знают, что с этим. Да, не знают, что с этим делать, но он хочет явно, чтобы им создали проблемы. То есть, да, то есть я просто, пользуясь эфиром, я хочу просто обратиться, я не знаю, президент, который отвлекитесь, уважаемый Аслан Георгиевич, от экономических вопросов, есть и другие вопросы, которые касаются обычных граждан, да, займитесь этим вопросом. Огромное количество людей останавливают на границе. Держат от 20 минут до 2 часов держат, да, то есть недавно девушка молодая с грудным ребенком переходила, она тоже оказалась в списках. Ее тоже промурыжили час на границе. Потом обратно шла, она опять же час на границе. То есть, если мы говорим о государстве, если мы говорим о наших гражданах, о приоритете, о том, что наши граждане себя должны чувствовать спокойно, нормально, то это главная, наверное, проблема. Мне здесь кажется все просто. Действительно, наверное, списки какие-то отсюда поступают, потому что эти... Не какие-то, а конкретные списки людей. Эти пограничники сами не знают, что с этими списками делать. Видимо, они исходят... Но есть такой шаблонный подход. Есть два союзных государства, руководство союзного государства, видимо, какую-то обеспокоенность высказало, хочет, чтобы ему как-то помогли в борьбе, непонятно пока с кем, с какими-то внутренними проблемами. На самом деле, это следствие того, что легитимность власти становится все ниже и ниже, поддержка в обществе ее падает, и она надеется зацепиться за какую-то внешнюю помощь. Но я хочу напомнить, что ни одной предшественнице нынешней власти это не помогло. Потому что если общество, наше население будет против тебя, не поможет. А какая разница России, кто Абхазию возглавит? Бжаня или кто-то другой. Все равно Абхазия будет находиться в орбите России. Какие-то люди что-то вначале напишут, может, какие-то неудобства создадут. Потом это совершенно битая ставка. Не надо делать на это ставку. Это кроме раздражения, реального ухудшения взаимоотношений в долгосрочном плане, если говорить, между Россией и Абхазией, это ни к чему хорошему не ведет. Поэтому
что надо сказать? Общество наше должно, конечно, отстаивать свои интересы, свои права. Потому что, судя по всему, спасение, в этом списке присутствует. спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если наше общество способно еще раз проявить какую-то мобильность, встать на защиту своей экономики, своих национальных интересов, ожидать от нашей власти, мне кажется, помощи в этом смысле особо не ожидается. Ее можно только подталкивать. Нужно, конечно, поддерживать диалог. Особенно я считаю, что совершенно не упущенная ситуация. Нужно разговаривать с депутатами парламента. Ну и на молодежь надо ориентироваться, потому что вот хотелось бы сказать людям, которые работают, молодым людям во власти, которые работают, потому что им дальше вести эту страну. Во власти и в оппозиции, да. Вот малое вот такое преступление против своего народа, оно всегда влечет за собой потом больше, потом невозможно остановиться. И потом настает момент, когда ты противопоставляешь себя просто своему народу, оказываешься, это ни к чему хорошему в конце биографии не приведет. Поэтому с учетом всей нашей ситуации, нашей численности, давайте будем друг к другу относиться более бережно. Вот. В других обществах, более крупных, одни правила. У нас, к сожалению, из-за нашей численности тут такие правила, нужно друг друга чуть-чуть поберечь. Но в то же время это не должно превращаться в том, что мы будем постоянно вступать в компромисс с каким-то злом, которое внутри нас. Зло надо побеждать, избавляться, иначе можно тихо умереть. Да. Вот, абхазы не зря тоже бунтуют периодически против своей власти. Когда уже становится невозможно терпеть, мириться, они выходят на улицы. Это будет происходить. Это наше конституционное право. Вот. Пока нашу конституцию никто не отменял. Какие золотые слова. Конституционное право. И я на этом, наверное, все-таки буду завершать, когда есть понимание, что такое право, и есть как бы желание жить по этому праву и требовать соблюдения этого права. Я на этом, наверное, буду завершать наш дебютный в этом году выпуск. Я еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня был историк Астамур Таня, я Инал Хашиг. И я напомню, что нашу передачу можно будет смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», на одноименной странице, Facebook «Чегемская правда», на телеканале «Абаза», а также на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. И я с вами прощаюсь. До свидания. Счастливо.